Вопросов к осенней сессии накопилось много. Депутаты встретятся после летних каникул, поэтому повестка заседания аж на нескольких листах. Ожидаются кадровые вопросы, но основной блок – поправки в действующие законы, предложения от ведомств. Это неформальный переход к обсуждению госпрограмм. Формирование бюджетных расходов по основным направлениям начнется уже в октябре. По-настоящему народный законопроект о тишине готов к принятию. Над документом шла долгая, кропотливая работа. А все потому, что в основу его легли письма жителей. Рассматривала обращение специальная комиссия из депутатов, представителей прокуратуры, юстиции, различных экспертов. В итоге законопроект вобрал в себя все, на что чаще всего жаловались люди. Когда над тобой тарахтит стиральная машина в 12 ночи, которую люди не удосужатся подложить под нее что-то мягкое, чтобы не было шума. Или начинает там пылесос Керхер, который тоже в час ночи начинает пылесосить. Или там петух кукарекает. Такие тоже, кстати, есть. Я был поражен. Такие, уймите петуха. Да, не говоря про собак. Собак, которые тявкают там целые дни или целые ночи. Ну, ладно, бог с ними, еще целые ночи напролет. Упростится и система предоставления справок при обращении на улучшение жилищных условий. Отныне всеми нужными данными государственные или муниципальные службы будут обмениваться самостоятельно. Это требование федерального законодательства. Данные справки могут быть истребованы органами государственной власти, органами муниципальной службы внутри, в рамках межведомственного взаимодействия, что, собственно, упростит жизнь простых рядовых граждан. Волонтерская деятельность шагнет на новый уровень. Добровольцы смогут рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета. Такой статус им приписали в законе о благотворительности. Назрела необходимость наделения также полномочиями правительства в работе по поддержке добровольческой деятельности. А также самое основное – это то, что закон необходимо дополнить словами волонтерской деятельности. Таким образом, предлагается, что название закона будет звучать о государственной поддержке, благотворительной, добровольческой, в скобочках волонтерской деятельности и мер государственной поддержки добровольческой волонтерской деятельности в Республике Коми. Нововведение депутаты рассмотрят завтра. После большого перерыва народные избранники встретятся в полном составе. Но в течение сессии возможно и лишаться двух коллег. Заявление о досрочном сложении полномочий написали бывший лидер регионального отделения либерал-демократов Михаил Брагин и вице-президент Лукойла Александр Лейфрид. В повестке стоит вопрос о кадровых изменениях. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.